конечном итоге не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Я тоже хочу офицеров убивать. За Украину. Добро. Хорошо. Да, как вообще возможно российское общество после этой войны, где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем? Как возможна страна после этой трагедии? Мне, честно говоря, наплевать, я бы сказал, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику, или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать. Или вот приведу, например, такой пример хороший, мне кажется, он будет точно отвечать на ваш вопрос. Вот мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега Сослан Федаров, такой артист, я уж не знаю, был он или все еще есть, но мне написали, что с высокой долей вероятности его уже нет. Он был в одном из... Я думаю, что вы можете найти эту информацию в открытом доступе. Я с ним снимался в пресловутой 9-й роте. Я потом совсем недавно снялся с ним еще в одном проекте, который не успел выйти и уже, наверное, не выйдет. И я смотрю на эту фотографию, где он вот в этой форме, под флагом Осетии. И я не могу понять. Я смотрю на него, и я не понимаю. Я же его знаю. Знал. Жалко ли мне его? Да, очень жалко. Жалко ли мне его родителей? Конечно, жалко. Как мне было бы жалко их моих родителей, если бы я умер. Справедлива ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения. Безо всякого сомнения. Сначала мы решим все на поле боя, а потом будем уже всерьез там. Какой-то, может быть, разговор тогда будет иметь смысл. Сейчас язык, к сожалению, как оружие, он с патронами в основном холостыми.